반갑습니다. 토마, 아주, 어, 나다, 그 유명한 그 수요일에 베베 수만 가는 무제다. 나는 신기, 여지부가 초류를 무제. 한번, 나는 신기, Прежде всего, я хочу поприветствовать 미교를 무제. всех 한번, рипачи, 놈베 кто 루베베, присутствует 초기는 봐. 가는 на 신기, этом аламе. 루베베지. 캐노 게베 신기나 봐. 다는 Это, 신기에다 줌바도 줌하나 봐. 아니, 정답 가는 베베기 테네. 나봐. это 아니, Сурман Римпачи, 자식스럽게. Бакарчутру Римпачи, Мингю Римпачи, а также всех Кемпу, Лапонов, всю монашескую сангху, монахов и монахинь, и всех, кто присутствует на этом аламе в Батгае, а также всем, кто слушает учение по интернету. Я всех вас тепло приветствую. Итак, сегодня мы продолжим изучать историю жизнеписания Ачиши. И мы продолжим с того момента, где мы остановились вчера. Итак, если кратко, кратко вспомнить о том, что мы говорили, м, до десятилетнего возраста Ачиша изучал грамматику, разные искусства и другие общие сферы знания. А затем до 21 года он изучал великие, великие сферы науки, такие как грамматика, эпистемология, логика и другие. И затем м, также, когда м, и поэтому до возраста 21 возраста, и он, он в основном изучал общие знания наук, и также он не практиковал тантру. Однако в возрасте 22 лет он получил посвящение в тайную мантру Ваджраяну, и с этого времени он преимущественно практиковал тайную мантру, и он стал йогином тайной мантры. И первым гуру Ваджраяна, от которого он получил посвящение, был гуру Рахулагупта. И это был тот же мастер, что и у известного ученого Сиддхи Кюнгпа Налджора. И похоже, что Рахулагупта был тем, кто посетил Тибет, и, м, и, и он даровал там много посвящений и разъяснений практики Махакалы. И среди многих гуру, которым следовал Атишу, у которых он учился, главным был гуру Авадутипа. Ам, Он получил от него много посвящений в тайную мантру, а также много сущностных наставлений. И обычно говорится, что Атише следовал за Авадутипой и пребывал вместе с ним по меньшей мере 7 лет. И благодаря этому он достиг высокого уровня практики ваджраяны. И тогда он он начал практику, которая называется практика саити. То есть это означает, что Атиша взял супругу и практиковал
йогическое поведение, то есть практику сейджи во многих, особых местах для практики. И обычно это то, что должен делать практик, который достигает а, пути соединения. И именно и поэтому Атиша посвятил себя этой практике. И было много других махасидх, тайные мантры, у которых учился Атиша. И, и, и обычный путь — это что сначала практик берет монашеские обеты и практикует общую сутраяну, а затем уже вступает на тантрический путь. Путь Атиши отличается в том, что он сначала посвятил себя практике тантры, а затем взял монашеские обеты. И согласно истории Атиши, он вступил на путь отречения, стал монахом в том же возрасте, что и Будда Шакьямуни, когда ему было 29 лет. И таким образом Атиша стал монахом, но при этом, согласно его истории, он продолжал практиковать мантраяну. И, и сейчас давайте взглянем на историю того, как Атиша стал монахом. Говорится, что сначала, когда он преимущественно практиковал тантраяну, получал в основном учение тантраяны и посвящал себе практике тантраяны, то он достиг высокого уровня постижения, и он стал ученым сутры, тантры, практиков тантры. И поэтому изначально он думал, что он достигнет просветления в той же жизни благодаря преимущественно практике тантраяны. То есть изначально он хотел посвятить всю свою жизнь практике тантраяны. То есть в этом заключалось его изначальное намерение. Однако затем он получил много различных знаков во снах, которые свидетельствовали о том, что он должен стать монахом. К примеру, однажды к нему во сне пришел хирург и сделал такое предсказание. Сказал: «Дитя благородной семьи, ты не сможешь достичь многого благодаря йогическому поведению, практике тантраяны. Поэтому тебе следует вступить на путь отречения, и затем в будущем у тебя будет много учеников-монахов». Это было такое первое предсказание, которое он получил, которое говорило о том, что ему следует взять монашеские обеты. Затем также однажды он увидел удивительный сон. В этом сне он увидел Будду Шакьямуни в окружении великой Сангхи Бикшу, и они вкушали пищу, то есть принимали пищу, обедали. И Атиша сидел в самом конце монашеского ряда, а во главе ряда сидел Будда, и Будда взглянул на своих учеников, увидел Атиши и спросил, что, что случилось с этим человеком, что он не стал монахом. То есть он спросил, что случилось с Атишей, что такого произошло, что он не стал монахом. И еще в одну ночь он увидел, он увидел Майтрею. Майтрея пребывал в храме, одетый в монашеские одежды. То есть обычно
Майтрея предстает в образе Бодхисаттвы, украшенной шелками и драгоценностями. Однако в этом сне Ачиша увидел Майтрею в монашеском обличии, обличии монаха. И Майтрея сказал ему, что и когда Ачиша подошел к Майтрею, то Майтрея сказал ему, это место для монахов, твое место — это место домовладельца, поэтому не приходи сюда. То есть он, по сути, выгнал Ачишу из храма. И много таких знаков говорили Ачише о том, что он должен принять монашество. И тогда Ачиша подумал, что да, действительно, похоже, что я должен стать монахом. Если я не стану монахом, то я не достигну успеха в практике. И тогда он отправился в Наланду и снял комнату у семьи, которые, м, которые служили в Наланде. И он хорошо знал Дharму, и поэтому глава семьи хорошо знал Дharму. И Атиша спросил его, в какой традиции, в какой школе ему следует принять монашеские обеты. Поскольку в то время в Индии было много различных школ, у них были свои традиции Винаи, поэтому Ачиша хотел знать, в какой из этих традиций ему следует принять обеты. И тогда этот домовладелец спросил Ачишу, когда ты станешь монахом, хочешь ли ты отказаться от практики мантраяны или нет? Атише ответил, нет, я хочу продолжать практиковать ваджраяну. И тогда он сказал, что тебе следует принять обеты в традиции Махасангики, то есть школе Махасангики. Поскольку в школе Махасангика, а, если бы он стал монахом, он бы мог продолжать практиковать ваджраяну. И таким образом, в результате всего этого, Атиша в возрасте 29 лет принял монашество в школе Махасангику. Похоже, что по сравнению с другими традициями Виная, м, Махасангика подходила ему наиболее как тантрику, практику тантры. И согласно его истории, Ачиша получил посвящение в монашество Махавихари, то есть в Махабодхи, в храме Махабодхи в Бадгае. И обет ему даровал мастер Шиларакшита. Мастер Шиларакшита был великим мастером Виная Махасамгики. И он принадлежал к линии передачи Буддагняны. И, и говорится, что Буддагняна достиг пути соединения применения. И во время церемонии посвящения монахи Ачиши получил имя Дипамкара Шри Гьяна. И похоже, что Будда Гьяна — это тот же мастер, который принадлежал к практике Гухи Самаджи и был известный мастер того времени. То есть он был не только держателем Винея, но также практиком Гухи Самаджи Тантры. Итак, это имя Дипамкара Шригняна, это имя Атиша получил от Будда Гьяна. Последнее слово в имени Гьяна связано с тем, что его учителем, кто даровал им обет, был Будда Гьяна.
Это была такая традиция, что обычно ученик получал вторую часть имени такой же, как учителя. Поэтому в традиции Будда-дняна все его ученики имели гняна, как последнее слово имени. Именно поэтому Атиша также получил такое имя Дипамкара Шри Гняна. Как прославляет это деяние Драмтенпа, без привязанности к чувственным наслаждениям ты оставил богатство царской жизни и стал бикшу в школе Махасамгика. Я молюсь славному Атише. И с того времени, как Атиша стал монахом, он придерживался Вины, и его история говорит о том, что он очень жестко, очень строго придерживался правил Вины. И, к примеру, если э, цветок, цветок, цветок или какая-то другая неместная пища хранилась в глиняном горшке, то он не вкушал такую пищу, поскольку в этом горшке ранее могло храниться пиво. А в школе Махасангика строго-настрого запрещалось пить алкоголь, употреблять алкоголь. А поэтому не только сам алкоголь, но даже сосуд, в котором когда-то мог храниться алкоголь, уже делали всю пищу нечистой, и поэтому Атиже воздерживался от вкушения такой пищи для того, чтобы придерживаться этого, этого обеда, удерживаться от алкоголя. А, Однако, если мы взглянем на перечень правил поведения вина и Махасангики, мы не видим каких-то особых требований по отношению к употреблению алкоголя, которые бы отличались от четырех правил общих для всех школ вина. Ну, похоже, что во время Атиши это было по-другому, и в то время шкала Махасангика имела особое, очень строгое отношение к употреблению алкоголя. Это было как бы коренным обетом, м, очень важным обетом для, для монахов. Я также проверил обеты Махасангика, как они передаются в китайской традиции. И я также не увидел каких-то особых требований к алкоголю, но как бы там ни было, это то, как это описывается в истории жизни Ачиши. И это то, это история о том, как Ачиша получил свое монашеское имя Дипамкары Шригняна. Однако теперь нам следует рассмотреть, а что означает Ачиша? Почему его также зовут Ачиша? Ачиша — это санскритское слово, которое означает «несравненный». И Ачиша — это одно из нескольких имен, которые он употреблял. И среди них Ачиша является самым известным. То есть Ачиша является наилучшим или несравненным. И обычно говорится, что первая часть его, а, что Ачиша означает несравненный, но также есть другое объяснение, что Атиша — это тот, у кого есть сильное устремление, а также Ади означает выше, а Ша относится к Шанти, то есть умиротворенному.
то есть выше умиротворенный. А, Также еще одно объяснение — это то, что а, означает его йогическую принадлежность, поскольку это первая а, буква имени его учителя Авадутипы. Затем Ти относится к слову пандиты, то есть его также характеризует его как пандиту, ученого. А Ша относится к слову бикшу. Таким образом, в слове Ачиша зашифрованы э, его призвание и практика как йогины, великого ученого, а также великого бикшу, монаха. И есть и другие объяснения, что означает его имя. Также есть много историй, объясняющих, как он получил это имя, почему он известен как Атиша. К примеру, одно из двух главных объяснений, которое содержится в истории украшений ума Кадам, составленное Панчиным Садраком, а, что говорится в этом трактате, говорится, что имя Атиша было ему даровано Женчубом который увидел высшее качество знания и сострадания. Атиши несравненны с другими учеными, с другими пандитами. И благодаря этому а, Джанчуп видел, что несравненный Атиша имеет способность осветить весь драгоценный океан учений. И поэтому он назвал его Атишей в своем восхвалении. То есть Атиша — это такое прилагательное восхваление. В другом объяснении, которое содержится в истории традиции Кадам Сакьяпы Кюнсу, говорится, что царь Дармапала признал Атишу высшим и лучшим среди всех ситхов и пандитов. И поэтому он пригласил его в Викрамашилу. И при этом, когда Атиша согласился и пришел учить Викрамашилу, то царь Дармапала даровал ему этот титул Атиша несравненный. И, однако проблема в том, что даты правления царя Дармапалы, это был правитель династии Пала, не совпадает по времени с жизнью Атиши. Обычно Дармапала датируется 8 веком. Поэтому мне кажется, что более логичным будет принять объяснение, предложенное Джанчубом И затем в Тибете Атиша известен как Джово-Дже. То есть в этом имени две составляющие — Джово и Дже. Джово — это тоже, как именуются две главные статуи Будды в Лхасе. Джово, статуя Джово — это тоже слово Джово. И имя Атиши отличается от этих имен статуи Будды второй составляющей Дже. То есть, что означает Джово? Обычно говорится, что а, переводит слово с вами. И в целом можно сказать, что Джово — это означает лидирующий, главный. И также титулом Джово наделяют старейшин. То есть это уважаемый старший лидер. Их называют Джово. И, к примеру, в семье старшего сына называют Аджо, Джоджо, либо, либо Джола. И это тот же корень, тот же корень Джола, Джову. То есть Джову — это тот, кто глубоко уважаемый старейшина. И, и Дже означает выше, несравненный. То есть Джова Дже
Вместе это а, как бы наивысший титул, которым могут назвать Бога, либо человека, который имеет наивысшее достижение и ценный, либо бесценный, бесценный старейшина Джоваджи. И, и это имя Джоваджи показывает, какую близость тибетцы чувствовали к Ачише, называя его этим именем, и какую благодарность они к нему испытывали за его доброту. Э, Очевидно, что у тибетцев совсем другие чувства к Ачише Джоваджи по сравнению со всеми другими индийскими мастерами, которые жили в Тибете. И поэтому они называют Ачишу Джоваджи. Это слово, которое означает вели- великое уважение и также великую похвалу. И далее давайте рассмотрим, как Ачиша учился после того, как стал монахом. Говорится, что до возраста 31 года Ачиша изучал большое количество текстов Махаяны с различными учителями, и он преимущественно учился в Викрамашиле и Атантапуре. И почему Ачиша учился в Викрамашиле, а не в Наланде? Наверное, причина в том, что в то время Викрамашила превосходила Наланду по своей славе, по своему качеству а, обучения. И поэтому из двух, хотя и Ачиша получил посвящение в монахи в Наланде, после этого он отправился в Викрамашилу. Что касается Адантапури, то о ней мы знаем не так много. Обычно говорится, что Адантапури находится недалеко от Бадгаи, то есть где-то в Бихаре, в то время как Викрамашила далеко от Бадгаи в Западной Бенгалии. И как бы там ни было, Викрамашила, Адантапури и Наланда — это три величайших монашеских университета Древней Индии. И из этих трех Ачиша больше всего времени провел как раз в Викрамашиле и Адантапуре. И династия Пала были спонсорами, поддерживающими оба эти университета. И говорится, что главным учителем Атиши в это время был Шила Ракшита, это настоятель Викрамашилы. И от него он получил все главные учения четырех основных школ. Это Махасангика, Ставиравада, Самадия и Сарвастивада. И, и каждая из этой школы учения немного отличались, и практики отличались. И благодаря тому изучению Ачиша э, безошибочно понял все четыре изложения всех четырех школ. И особенности в том, что касалось отличия в Винае этих четырех школ. Затем а, он также учился в Адантапуре с мастером по имени Дармаракшита. И именно с Дармаракшитой он изучил Махавибаша Шастру. Это великое изложение Абидармы. Абидарма Махавибаша Шастру. В ней 800 листов. Это великий трактат Абидарма, составленный Архавтом Упагупты. И говорится, что Махавибаша Шастра является главным трактатом Абидармы для всех четырех школ. И обычно требуется 12 лет, чтобы изучить Махавибаша Шастру.
Но kuba de Атиша jeba был so таким de lama усердным, что он mangbe изучил ее за 7 лет. lama la А, denyo che ta И, kala ko phe dan jaba chibu shira ye de chi da na shi и, kap di du ta benjin na ro be je le ya shin di ba de jaga la и, keba chi а, shuen du shi de м, 사실 조직이 То 야 есть таким образом он изучил 신디바데 깨라시에 главные трактаты колесницы основы. То, что 다나시 касается 조직 Махаяны, 가르치는 알았잖아 то его 껍디 главным 두산에 учителем был 야갈이야 Шантипа. 신앙이 Шантипа был 신앙이 пандитой, 야와치라 매버시 제 который 제이mer 야갈이야 껍디 두산에 охранял восточные 그 ворота Викрамашили. 상아 라메 И 기수 잘 상아 его 라메 기수 величали 나로라 как 다가나 야 всеведущим 인류 времен 주사베 упадка. 야가 무디비 И 슐로다 много 야 тибетских 야 мастеров, 딘선저 서머베 таких как друг 삭삭 Мила 무디비 Цао, 야르지 Марпа, 지금 переводчик, 셀 때는 даже 껍디 두산에 Гю, 야갈이야 Кыкаба, Лаце и 남바유지 много 치바유지 других 제제야와 учились с 체하게 ним. 또 깔래 하고 싶지 И таким образом у 남베기 Шантипы 빈티지 была очень 나로라야 тесная 그 связь 남바르 시베게 야와 с тем, как 세버치기 야야와 философия 말이지 излагалась в тибетской 조지 традиции. 수베이나 껍데기 Именно 신디 благодаря тому, 바데 что 아니 столько известных 콩마서베 тибетцев 제 아니 учились с ним. 신앙의 야와 체통계기 И 베네르시라 야와 말이지 в то 소 время Шантипу величали как самым 제가 известным 제가 ученым 신디 после 바데 껍디 Наробы. 두배 개박해라 좀 쉽차리 И проблема в том, что, 나는 как 나는 그 сам 조직이 Атиша 당기 공유 вспоминал, 수백이 в то 이스라엘 время в 신라다 우리는 Индии 우리 그 줄라 была 칸다도 마세베 사자 망불이야 большая 대신에 проблема 아니 라마 망고 대요 그래 в 대야 조직 남다 나로래야 가르치는 사람 콩 что 야수 было очень 신도야 много 휴지 путаницы 야수 계시 между буддистскими и 아니 небуддистскими воззрениями. 야가 유유다 И 실링다 что было 성인다 소 лишь 진짜게 링진 два, 망불이야 패시 и поэтому было 다 두면은 лишь 라마 망고 대베기 двое 라마도 ученых, 제 которые могли четко различить буддистские и 다나야 небуддистские воззрения. 조직이 굳이 나눠래 Одним из них 라마 был 망고 Шантипа, 쉬되는 거야 и вторым стал 달라마 Атиша. 가져야 돼요 알았으라비나 И 남다르 조직이 남다르 칸다 говорится, 나눠래야 что 송단 도스도스 간다야 Атиша путешествовал 망쉬되라 야다 응어빙 и 뒤배버려 말이지 преодолял много трудностей для того, чтобы 밍쉬라야 встречаться 이제 라마 с 수십 대 учениками. К примеру, он посетил 다디 отдаленные 나눠래 земли Центральной Индии, 키중인데기 а также 다 Суматру 다나 롱다 и 응어방 Цейлон. 대베기 최니가 И 외대베기 в 라마 этих 가세야래 путешествиях 라마 все 중이 это было 다 очень сложно, 키중인데가 라마 중이다 поэтому он 수도스 преодолел много трудностей. 덴바 И 통야지 라마 обычно 세렌다도 추 Атиш 의소르다 라마 숨이야 славят как того, у кого 대수도데 было много 가르스 라비나 учителей. 딱 가자시라야 Наибольшее 라마 количество, 아우 누디버시 которое называется, это 157 야 아우 учителей, 누디버텔라야 а 치중도 наименьшее — 닝게 это 30 다다디 учителей. 아우 То есть 누디버스제 у него было по 중요대야 меньшей 되게 мере 아우 30 누디 쇼데 учителей, и их 다네 신기 количество могло 대바토 достигать 라마치 가르사나 신지게 157. 멘저바 까말 И 러시아지 среди этих учеников 야 были 대바토 12 라마치 гуру, 가르사나 которые 조여도 были как 로마도 учеными, так и 룸비바스지 ситхами. 옆지 가자 То есть 로마 나루벨로 они были теми, 나루벨로 кто 룸비바스 обладал не 야 только высоким 룸비바텔라 уровнем 지중이다 познаний писаний, но также высоким 지중이 사람이 까지 уровнем 지중이 사대 постижения, 룸비바 реализации. 까마텔 룸비바 И 치라데 также среди его 아니 учителей было 디제스 중 трое 룸비바텔라 гуру, 총 которые 치라데 видели истину, то 야가 есть 수시도 обладали высшей 다나 야갈 реализацией. 룸비바스가 망고시 중이서라 И 오 эти трое были 모델이야 대체 гуру 게라 셰데베 Авадутипы, 룸비바 셰셰 아니 также 치수도 Камала 데베레 Ракшита. 룸비바 충원서라 Камала 셰데베 Ракшита 수시 был 간다 практикующим ямантака 대수도디 тантры, 아니 대봉 а 추이기 также 대봉수도 ученик 라마 수도 Наробы 다디나 가다 Дамбипы. 주변지 아 누디베 군디네 И 우메게 따와 하버도지 у 맨저지 было 우메게 기베시나 двое 같이 Дамбипы, 세겐다서와 и это младший 까마 Дамбипы. 러시다스야데 가르사나 까말라 러시다스야데 И, 과하고 샘삼바 입체 이내야 치수 통놈 а, 뒤르게네 и, 중이기 때문에 응순도 и 통놈 он 뒤르게를 изучал, 때려야 아니 우마바 научился у этих 우사제네 трех гуру, 아니 которые 공 зрели истину, 가수다야 либо видели 라마 истину, как 퓨게 говорится в его 퓨게 라마 жизнеописании. 지려 И 룸비바 в 충어디 особенности, как я уже 도로지게 응어서 упоминал, 지중이에서 말해 Атише 공 제보 изучил 공유시라데 룸비바 충어디 째가 Мадхьямаку, 되어서 Йогачара Мадхьямаку с 공무니베 이나야다 공기 베 Авадутипой. 소아따비 운디서 И 소아따라들 댄시네 что 스님도 касается 나로래야 Камала 아니 Ракшиты, 룸비바 충어다 제 говорится, что 대제다한테 캔사 сначала 샤추 он 가르쳐 버렸잖아 공기 스님도 больше 나로래야 다 룸비바 предпочитал 충어디
Мадхьямаку, однако сначала он предпочитал йогачару, но затем стал ученым Мадхьямаки, когда он достиг пути видения. И в том, что касается младшего Дамбипы, Ачиша не встречался с ним непосредственно, однако он встречался с ним в сновидениях, в своих снах. А, К примеру, однажды Ачиша увидел сон, в котором Дамбипа пребывал в окружении двух младших учеников, и каждый из них держал капалу, в которой находилось человеческое мясо. И Тише был очень удивлен, увидев это, поскольку вкушение человеческого мяса, употребление его в пищу, это противоречит Винаю. Поэтому Тише был в шоке. Он а, потерял веру и спросил, а разве это не является серьезным нарушением, как монахи могут, одеты как монахи в монашеских одеяниях, держать капалы и еще и вкушать человеческое мясо. А на это Дамбипа ответил, а разве у Будды может быть какая-то запутанность? Разве у Будды может быть неверное понимание? На что Ачиш ответил, нет, не может. И тогда Дамбипа дал ему также человеческое мясо. Говорится, что он дал ему человеческую руку, и Ачиша начал ее есть, и уже съел все до указательного пальца, когда он вошел в глубокое самадхи и пребывал в нем до рассвета. И затем, когда он вышел из самадхи, то он задался вопросом, а, ли это благословение Будды Бодхисаттв или мастера Дамбипы. И, и затем, однако, 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 когда он спросил своего учителя, когда он спросил Дамбипу, он прикоснулся к стопам Дамбипы и спросил его, твое ли это благословение? А Дамбипа ответил, что у нас нету связи. Это, это благословение, э, что это благословение учителя по имени Няны. И, и то есть таким образом он сказал, что это достижение Атиши. И м, эти благословения затем Атиша передавал другим ученикам Дамбипы. Об этом есть история, когда Дамбипа посылал своих учеников к Атише, и они просили у него учения Дармы. И когда они приходили к Атише, то Атиша спрашивал их, а кто послал вас ко мне? И они говорили, что Дамбипа послал меня к тебе. И поэтому Атиша понял, что на самом деле это самадхи, которое он пережил, это были благословения Дампипы. И
Поэтому он всегда, хотя Атиша не встречал Дампипу непосредственно, и как бы не было связи встретиться вживую, но они встречались в сновидениях, и Атиша получил благословение от Дампипы. а, И, и поэтому он также считал Дампипу своим учителем, своим гуру. И также среди его гуру есть те, кто, в частности, учили его бодхичитте, преимущественно учили его практике бодхичитте. И Атишес говорил, что три гуру, которые имели наибольшей добротой, учить его бодхичитте. Эти трое — это Дharmarакшита, Майтри йоги и Суварнадвипа Дharmakirti. И а, двое из этих мастерей, Дharmarакшита и Майтри йоги, это известные источники наставлений Кадам по тренировке ума. То есть эта традиция наставлений Кадам, Кадам по тренировке ума, они как раз происходят от Дharmarакшиты и Майтри-йоги. И что касается первого из них, Дharmarакшиты, согласно преданиям, а, был один человек, который заболел и нуждался в лекарстве, в которое необходимо было добавить человеческую плоть и кровь для того, чтобы излечить его болезнь. И когда он обратился с такой просьбой с Дharмаракшити, то гуру ни на мгновение не колеблясь отрезал плоть от своего тела и дал ему. И когда мы слышим такую историю, то нам сложно ее понять, как можно отрезать кусок собственного мяса и дать кому-то. Однако это свидетельство того, что Дharмаракшита достиг высокого уровня постижения практики обмена себя на других. Поэтому он был способен отдать свою плоть другому, ни минуты не колеблясь. То есть он достиг высокого уровня практики тренировки ума. Второй гуру — это Майтри йоги. Согласно историям, однажды он увидел, как кто-то бил собаку а, железным прутом. И когда гуру Майтри йоги увидел это, он почувствовал очень глубокое сострадание к этой собаке, и он смог взять страдания собаки на себя, что он не только почувствовал ее страдания, но также мог как бы забрать у нее ее страдания. И в результате этого на его собственном теле пол- появились, э, появились метки от удара железным прутом, как будто бы его самого побили железным прутом. И это также свидетельствует о том, что гуру Майтри-йоги достиг очень высокой стадии реализации практики любящей доброты и сострадания, поскольку обычные практики тренировки ума не могли сделать это, не могли достичь такого, они не могли взять страдания э, других на себя на физическом уровне. Однако гуру Майтри-йоги мог это сделать. Третий гуру — это Суварнадвипа. Говорилось, что Суварнадвипа является воплощением Бодхичитты. Э, То есть, поэтому Атиша говорил, что Суварнадвипа был живущий Бодхичиттой, либо Бодхичиттой во плоти. И, и
У Суварнадвипа был очень высокий уровень постижения любящей доброты, сострадания и бодхичитты. И, и из всех гуру, у которых учился Чиша, за кем следовал, Суварнадвип был тем, кому он испытывал наивысшую веру и преданность. То есть именно с ним он имел самую высокую связь, самую глубокую связь. И в отличие от других его гуру, Тиша была реликвия от Суварнадвипы. Это был серебряный зонд Суварнабиты. И также он совершал подношения всем своим, совершал подношения, ежемесячно совершал подношения Суварнадвипе. И говорится, что когда он слышал имена других своих гуру, он соединял ладонью сердце. Но когда он слышал имя Суварнадвипы, он соединял ладони на макушке головы. И также, когда он слышал своих других гуру, то у него не появлялись слезы. И однако, когда он слышал о Суварнадвипе, его глаза наполнялись слезами. И это свидетельствует о том, что у него была очень глубокая преданность к Суварнадвипе. И когда его спрашивали об этом, кто из его гуру является наивысшим, Атиша отвечал: «Э, среди качеств моих гуру нету низших, либо высших, худших, либо лучших. А, однако, что касается доброты, то гуру а, Суварнадвипы наиболее добрый ко мне из всех гуру. И без Суварнадвипы я бы не смог постичь практику бодхичитты, обмена себя на других. И Суварнадвипа — это древнее название острова Суматры. Это то, как в древности называлась Индонезия. В переводе на тибетский это Серлинг. Суварнадвипа значит Серлинг. Суварна — золотой, Сер, и Двипа — земля, Линг, золотая земля, Суматра. И говорится, что во второй половине VII века переводчик династии Танг Йижин посетил дважды Суварнадвипу и говорил, что мастер по имени Суварнадвипа Дармаркирти живет на этом острове, и поэтому этот Дармакирти звался Суварнадвипой. И у меня сегодня нет времени рассказать об этом подробно, но я надеюсь, что в будущем у меня будет такая возможность. И, и, и вы задаетесь вопросом, был ли Атиша гуру сам по себе, был ли он учителем гуру до того, как его пригласили в Тибет? И говорится, что он был учителем, известным своим знанием медицины, логики, грамматики, а также буддистской и небуддистской философии. Он окончил изучение Виная, Сутры Абхидharмы, Колесницы основы. Также в том, что касается Махаяны, он изучил Сутры Махаяны, и он изучил основные философские системы. То есть как философию Мадьямаки, так и философию йога-чары. И он учился традиции Нагарджуны у Авадутипы и других. А также он получил передачу традиции Асанги, то есть традиции обширного поведения у Шантипы и Суварнадвипы. В любом случае, Ачиша практиковал срединный путь, и
который традиция глубокого воззрения, которое происходит от Нагарджуны, а также он практиковал обширное поведение йогачары, которое происходит от Асанги в единстве. И это в будущем имело большое влияние на буддизм в Тибете. И особенности в том, что касается практики бодхичитты, поскольку а, практика бодхичитты считается очень важной. И в том, что касается воззрения Мадьямаки, то, что позже получило название Прасангика Мадьямаки, считается наиболее важным. Это традиция Чандракирти, то, что было названо Прасангика Мадьямака в Тибете, считается наиболее важным, то есть наивысшим воззрением. И это связано с Ачишей. И особенно в том, что касается тайной мандры, Ачиша не только изучал тантры и сущностные наставления всех 4 классов тантры, но он также практиковал их и достиг реализации в них. И, как я уже говорил, когда он стал монахом, он продолжал практиковать тантру, и он увидел лик многих бодхисаттв, включая Хиваджру, Чакрасамвару, Авалокитешвару, Тару, Ачалу и других. И из них, Тара была главным божеством. И когда говорится, что когда он молился ей, то она всегда даровала ему направление, в котором следовало двигаться. И, и м, также в том, что касается его монашеской дисциплины, Атиша говорил, я никогда не нарушал обеты Пратимокши. И если у меня были какие-то нарушения обетов Бодхисаттвы, и также у меня были нарушения тантрических самай, м, тантрических самай. Однако я никогда не оставлял их без раскаяния, без очищения дольше, чем на 1 день. И, и перед тем, как отправиться в Тибет, Атиша был мастером дисциплины Викрамашили. Согласно истории буддизма в Индии Таранадхи, затем он стал настоятелем Викрамашилы. Также он был в какое-то время настоятелем Адантапури. В любом случае, он был великим ученым, его сравнивали с Наропой того времени. И сам Наропа славил его, говорил, что в эти дни главным буддийским учителем являешься ты. И таким образом Атиша был широко известен в Индии перед тем, как он отправился в Тибет. И именно поэтому правители Тибета так хотели, чтобы именно Атиша стал тем индийским гуру, который придет в Тибет. Это гуру, наделенный несравненными качествами. Об этом я расскажу вам завтра.